Глава 13. Уроки Льва Гумилева. Лев Гумилев умирал вместе со страной. В 1990 году был инсульт. Он сильно сдал, плохо работала рука, а надо было править гранки книг, шедших в печать. Ученики помогали, но надо было включаться и самому. Он напрягался и работал. Что-то загадочное и даже символичное, связанное с судьбой униженной и умиравшей страны, было в этом ударе судьбы, инсульте. Я узнал об этом после его смерти. Узнал из чужих недосказанных слов. Дело было якобы так. Баку. Шел 1990 год. В смутное время митингов и ввода войск во взъерошенную азербайджанскую столицу, там готовилось издание книги Л.Н. «Тысячелетие вокруг Каспия». Казалось бы, кому какое дело до гумилевских опусов, когда на улице стреляют? Но пассионарии находятся везде. Один из них, ныне работающий на ВОСТФАКе СППГУ, вез тогда свинец для типографии. Остановили, подумали, что свинец для пуль. Его схватили и посадили. Л.Н. каким-то чудом узнал об этом, просил ближайшего ученика что-то предпринять, может быть, даже экстраординарное. Примечание. Издание книги «Тысячелетие вокруг Каспия» в Азербайджане предпринял Фарзалиев. Эта республика в тот момент активно стремилась к независимости. Силы, пытавшиеся сохранить союз, сочли эту издательскую деятельность легендой деструктивных сил. А надо заметить, что и до наших дней ПТЭ Льва Гумилева активно используют в своих целях сепаратистские силы. В Чечне, Дагестане, Якутии, Украине. Вопрос в Москве перед старым и больным ученым был поставлен ребром. Ему нужно отказаться от этого знакомства. Предать друга Гумилев не мог, и конфликт разрешился его инсультом. Но Господь милостив. Парализация через месяц отпустила, и он смог увидеть изданную с такими сложностями книгу. Примечание Новиковой. Конец примечания. Личность Л.Н. опалила учеников, блестяще сказала Ольга Новикова. Самый близкий, Константин Иванов, оказался самым опаленным. Последовал жесткий разговор учителя с учеником, суровый, видимо, разговор и инсульт. Примечание. Самый опаленный. Фраза относилась к другому времени, к концу 90-х годов, когда заместитель председателя фонда Льва Николаевича Гумилева Лавров был опечален бездействием учеников. Речь идет о Ермолаеве и Мичурине. Он не мог понять, почему они не хотят, как раньше, трудиться на альтруистических началах, развивая учение Л.Н. Но это был их выбор. Работа должна быть оплачена, так посчитали они. Поскольку средств в фонде не было и не предвиделось, они ушли делать надежную карьеру. Л.Н. они все же не забыли. Но, к сожалению, их последующие исследования носили уже не научный, а журналистский характер. Примечание Новиковой. Конец примечания. Да, формально Л.Н. был вне политики и много раз объявлял об этом. «Я не политик, не считаю возможным заниматься политикой и так далее и тому подобное». Зато он говорил и неоднократно, что знает, чего делать не надо. Не только знал, но и пытался объяснить, пока был здоров. Об этом свидетельствует настоящий взрыв его интервью и самоинтервью, а также диалогов с вымышленными оппонентами в 1988-1991 годах. Особое место среди них занимает многосерийное интервью в советской Татарии, 7 бесед с журналистом Альясом Сабировым. Примечание. Гумилев. Черная легенда. Москва.
1994 год, страницы 247-323. Конец примечания. Об этом же говорит и его трагикомичный выход в МИД СССР. Сам он вспоминал с юмором. «Я как-то читал лекции в МИДе, но кончились они бедой. Я объяснял им, какие у нас могут быть отношения с Западной Европой и ее заокеанским продолжением Америкой. То, что Америка – это продолжение Европы, они усвоить не могли и считали, что она кончается на берегу Атлантического океана. И еще я им говорил об отношениях с народами нашей страны. Поскольку я занимаюсь историей тюрков и монголов, я знаю этот предмет очень хорошо, и поэтому посоветовал быть с ними деликатными и любезными, и ни в коем случае не вызывать у них озлобления. Они сказали: «Это нам не важно, куда они денутся». «И вообще, — сказали они, — мы хотим, чтобы вы читали нам не так, как вы объясняли, а наоборот». Я ответил, что этот номер не пройдет. Они сказали: «Тогда расстанемся». Подарили мне 73 рубля и пачку чая. Примечание. Гумилев. И тогда мне поставили 5. Час пик. 16 марта 1993 года. Конец примечания. Наивный Л.Н. Это они, все эти Козыревы, Шеварднадзе, вели внешнюю политику страны со знаком наоборот. А за ними стоял миротворец Горби, в котором Л.Н. поначалу ошибался, лишь потом назвал его обывателем. Наивный Л.Н. Он говорил о гибельности европоцентризма, а они молились на Европу и ее продолжение Америку. Примечание. Гумилев. Заметки последнего евразийца. Наше наследие, 1991 год, номер 3, страница 21. Конец примечания. Наивный Л.Н. Он сокрушался, что Планше и Бонасье вытесняют Д'Артаньянов и Атосов, а дело было куда страшнее. Примечание. Гумилев. О людях, на нас не похожих. Советская культура, 1988 год, 15 сентября. Конец примечания. Эту же мысль об утрате пассионарности по-другому выражал Александр Зиновьев, ужасавшийся буйству бездарности в России. В советский период была бездарность, но она как-то сдерживалась. Ее можно было игнорировать. Сейчас невозможно, потому что эти сорняки заполонили все. Примечание. Советская Россия, 18 сентября 1997 года, конец примечания. Но если бы перед нами были Планше и Бонасье, все было несравненно гаже и страшнее, страной правили разрушители суперэтноса. Л.Н. это особенно хорошо понял после лекции в МИДе. Он рассказывал ученикам, что аудитория поразила его своей косностью и тупостью. Примечание. Новый Петербург, 27 марта 1997 года. Конец примечания. Лукавил, конечно, Л.Н., говоря, что он вне политики. Пришлось ему на старости лет пересмотреть свою позицию. Ближе XVIII века не заходить. Правда, в науке он ее держался, обрывая все изыскания на эпохе Петра I. Кстати сказать, Л.Н. приложил руку к разоблачению так называемой Петровской легенды о мудром царе-преобразователе, прорубившем окно в Европу и открывшем Россию влиянию единственно ценной западной культуры и цивилизации. Правда, в последней своей книге он слегка амнистировал Петра, и то потому только, что тот расширил империю. Но все же не мог Л.Н. удержаться от едкого замечания по поводу того, что птенцы гнезда Петрова из-за снижения пассионарности были сплошь карьеристы и казнокрады. Примечание. Гумилев. Черная легенда. Москва, 1994 год. Страница 290. Конец примечания. Это было в книгах.
а в жизни приходилось приближаться к новейшему времени, отказываться от железных принципов. Так, например, он высказывался о геополитической стратегии России конца XX века. Правда, слово «геополитика» по-прежнему избегал, заменяя его глобальной историей. Примечание. Гумилев. И тогда мне поставили 5. Час пик, 1993 год, 16 июня. Интервью взято в 1989 году. Конец примечания. Говорил Л.Н. о необходимости сохранить все постсоветское пространство, ибо здесь народы связаны друг с другом достаточным числом черт внутреннего духовного родства, существенным психологическим сходством и часто возникающей взаимной симпатией, комплементарностью. Примечание. Гумилев. Заметки последнего евразийца. Наше наследие. 1991 год. Номер 3. Страница 20. Показательно, что в последних интервью четко звучал мотив евразийства. Более того, спасительности евразийства для России. И новое противопоставление, уже не Запад-Восток, а шире. Запад не Запад. История общения с западным этносом однобока, резюмировал Л.Н. Мы Запад любим, а он нас не любит. И когда ему говорили что-то о разрядке, об угрозе войны, он отвечал: есть вещи пострашнее войны, есть бесчестие рабства. Примечание. Новый Петербург, 27 марта 1997 года. Конец примечания. События в мире во многом подтверждали актуальность евразийства. Оно вряд ли вышло бы из анабиоза при всех усилиях Л.Н., если бы не было востребовано жизнью, вакуумом в идеологии новой России. Его возрождения панически боялся Запад. Отсюда и пророк Янов, одна из гнуснейших фигур импортно-русскоязычной публицистики, и бешеная злоба эмигрантской русской мысли с ее страшилкой русским фашизмом. Примечание. Если в 1992 году газета печатала трогательно проникновенные некрологи Гумилева и Иванова, то уже через пару лет именовала ученого идеологом русского фашизма. Конец примечания. Отсюда прямые угрозы именитых политологов Запада. Збигнев Бжезинский, говоря о необходимости изолировать имперские тенденции России, писал: «Мы не будем наблюдать эту ситуацию пассивным образом. Все европейские государства и Соединенные Штаты должны стать единым фронтом в их отношениях с Россией». Примечание. Правда. 30 июля 1997 года. Конец примечания. Высказывались в таком же плане и официальные лица администрации США, в частности, заместитель госсекретаря и, так сказать, специалист по нам Строуп Телбот. Он грозил русским: «Не вздумайте повторять путь Александра Невского», как будто был уполномоченным псов-рыцарей с Чудского озера. Примечание. Завтра, 1997 год, номер 5. Конец примечания. Конечно, есть и другие, более трезвые оценки, к тому же и более компетентных людей. Так Валлерстайн, США, широко известный капитальными работами по истории и геополитике, предсказывает, что мир следующих 50 лет обещает быть куда более жестким, чем мир холодной войны, из которого мы вышли. Согласно его представлениям, холодную войну в высшей степени режиссировала, в высшей степени сковывала забота двух сверхдержав о том, чтобы между ними не вспыхнула ядерная война. Примечание. Валлерстайн. Социальная наука и коммунистическая интерлюдия или к объяснению истории современности. Полис, 1997 год, номер 2,
страница 11. Конец примечания. Евразия, в самом широком смысле, континент Евразия, на подъеме. Отнюдь неспокойно, отнюдь не так предсказуемо, как раньше. Это пугает Запад. Кажется, так называемый призрак Евразии начинает бродить по странам золотого миллиарда. Мечта Запада об униполярном мире во главе с США не стала реальностью. Не политик Лев Гумилев перед смертью прогнозировал: евразийский полицентризм предполагает, что таких центров много. Европа – центр мира, но и Палестина – центр мира, Иберия и Китай – то же самое. Примечание. Социум, 1992 год, номер 9, страница 81, конец примечания. В заявлениях России и КНР 1997-1999 годы современный мир трактуется как полицентрический. Примечание. Кстати сказать, точку зрения о полицентричности и многомерности мира разделял с Гумилевым и Тойнби. Конец примечания. Безальтернативность евразийства для России все более становится очевидной. Все остальные модели дальнейшего политического развития, считает Дугин, в конечном итоге приведут к процессу постепенного евразийского возрождения, к нормализации исторического курса, к осознанию необходимости для России уникального культурного, геополитического, социально-экономического пути. Примечание. Дугин. Постлиберальная эра. Завтра, 1998 год, номер 21. Конец примечания. Евразийский континент, единственная в мире суперконтинентальная держава, большое пространство все равно заставит признать и реализовать его единство. Оно выше любой национальной идеи. Оно выше для всех этносов России. Самые простые, почти тривиальные мысли в условиях безумия, охватившего страну зоологического национализма, о котором говорил еще Широкогоров в 20-х годах, могут быть абсолютно гениальными. В беседе с Сабировым в 1990 году Элен выдает, так сказать, такую формулу. Знаете, внутри государства тоже необходима международная политика. Примечание. Гумилев. Черная легенда. Москва. 1994 год. Страница 263. Конец примечания. Страна-то у нас особая. Суперэтнос, мозаичное единство. Так называемая мозаичность, согласно Л.Н., поддерживает этническое единство путем внутреннего неантагонистического соперничества. Примечание. Гумилев. Черная легенда. Москва. 1994 год. Страница 256. Конец примечания. Он отвергал политизированный этноцентризм, отвергал распад страны и в ответ на провокационный вопрос «распад благо» утверждал: отнюдь нет, жить порознь не касается государственного устройства. Примечание. Гумилев. Мы живем в большой коммунальной квартире. Неделя, 1991 год, номер 6. Конец примечания. Лично я, писал Л.Н., за проверенный веками вариант устройства страны, за единую Россию, в которой было бы одно правительство в одной столице, Москве. Местные бюрократии не нужны. Примечание. Гумилев. Мы живем в большой коммунальной квартире. Неделя, 1991 год, номер 6. Конец примечания. Как в воду глядел Л.Н., а ведь так называемые самостийники тогда еще не показали страшного своего лика. Трудно было в ту пору и предвидеть, что Москва уже не совсем столица, а вскоре совсем не столица, не центр, а нечто другое. Как объяснить научную
и вполне серьезную конференцию в Новосибирске, 1995 год, под хлестким названием «Социально-экономические аспекты переноса столицы из Москвы», Зиновьев писал, что уже сейчас Москва не является национально-русским явлением, хотя в основном тут живут русские. Колоссальный так называемый Гонконг уже сложился в Москве, а Гонконги будут существовать и уже существуют за счет основной массы России. Примечание. Советская Россия. 18 сентября 1997 года. Конец примечания. Не похожи ли эти так называемые Гонконги на гумилевские химеры? Авторы одного аналитического обзора характеризовали отношение регионов к Москве как зависть, перешедшую в ненависть. Казалось бы, Л.Н. имел право осуждать ту прошлую, уходящую страну, географию которой он изучал по лагерям, от Беломор-канала до Караганды, Норильска, Омска. Но удивительное дело, у него хватило объективности подняться до других оценок. Более того, опровергать новую официальную ложь. Не заразился он тем, так сказать, обличительным синдромом конца 80-х, начала 90-х, которым упивалась творческая интеллигенция. Эта ложь мутным потоком выплескивалась с голубого экрана, заполняла газеты, лилась с трибун съездов и конференций. Вот ее основные направления. Ложь номер 1. Никакого добровольного объединения народов в советские годы не было. Была сплошная империя зла, тюрьма народов, большой ГУЛАГ. Неожиданным для многих, кто пожелал заметить, был ответ Л.Н. В пору моей молодости СССР как раз и был Россией. Сейчас он перестает быть Россией именно потому, что разваливается. А развал отнюдь не самый удачный способ этнической политики. Это было сказано в интервью, озаглавленном жестко: «Объединиться, чтобы не исчезнуть». Примечание. Час пик, 1991 год, номер 2. Конец примечания. Начинался 1991 год. Еще не было Беловежской пущи. Пламенный патриот своей страны, Л.Н. подчеркивал нежелание народов отложиться, то есть уйти из России даже в самые смутные годы. Именно этого не могут ему простить Яновы. Как это он, неоднократно репрессированный, униженный в годы сталинизма и полузапрещенный позже, не с ними охаивающими Россию? А Л.Н. говорил о другом, о нежелании народов отложиться, то есть уйти из России даже в самые смутные годы. Шла гражданская война. Железные дороги, соединяющие юг страны с Москвой, были перерезаны. Одна Дутовым, а другая мусаватистами в Азербайджане. Тем не менее, подчеркивал Л.Н., народы Средней Азии не сделали даже попытки уйти от России. Примечание. Советская культура. 15 сентября 1988 года. Конец примечания. Князь Трубецкой 70 лет назад отмечал, что между народами Евразии постоянно существовали и легко устанавливаются отношения некоторого братания, предполагающего существование подсознательных притяжений и симпатий, а случаи подсознательного отталкивания и антипатии в Евразии очень редки. Примечание. Трубецкой. Общеевразийский национализм. Евразийская хроника, выпуск 9, Париж, 1927 год, страница 29. Конец примечания. Согласно Гумилеву, это комплементарность. Ложь номер 2, как бы дополняющая и, так сказать, уточняющая первую. Россия всегда была империей. Ее путь – это какой-то антипуть. Многократно и задолго до эпохи развала
Элен гневно выступал против конвейера очернения истории русского и других народов. Примечание. Гумилев. Черная легенда. Москва, 1994 год, страница 292. Конец примечания. Отнюдь не по плану образовалось в Евразии государство, занявшее шестую часть земной суши, а русский народ вошел в контакт с более чем сотней этносов. Стремление к объединению, как утверждал Л.Н., было связано с пассионарным подъемом народов Евразии, а распад происходил по причине упадка пассионарности. Каждый распад уносил множество жизней и причинял много горя. Примечание. Гумилев из черновиков. Конец примечания. Л.Н. был реалистом и считал, что без оружия и без захватов не обошлось и не могло обойтись. Объединить и удержать под единым началом столь великое разнообразие невозможно одним принуждением, без добровольности и согласия. Правда, Гумилев был не всегда прав, когда утверждал, что народы Евразии к нашему времени уже в основном нашли свои территориальные государственные границы, сселились в некие конгломераты этносов, и произвольно разорвать их нельзя. Принципиально важно, по-моему, всем нам, россиянам всех национальностей, понять, что не Запад и не Восток, а именно Россия, как общее, собирательное, суперэтническое, если хотите, понятие, является матерью и истинным домом населяющих ее народов. Примечание. Гумилев. Черная легенда. Москва, 1994 год, страница 297. Конец примечания. Завоевания и захваты, конечно, были. Но больше было другого. Л.Н. любил приводить пример вхождения Грузии в состав России. Долгое время первые Романовы, Михаил, Алексей, даже Петр не хотели принимать Грузию, брать на себя такую обузу. Только сумасшедший Павел дал себя уговорить Георгию XIII и включил Грузию в состав Российской империи. Результат был таков. В 1800 году насчитывалось 800 тысяч грузин, в 1900 году их было 4 миллиона. Примечание. Гумилев. Меня называют евразийцем. Наш современник, 1991 год, номер 1, страница 140. Конец примечания. В другом интервью Л.Н. высказался еще более выразительно. Русские войска защищали их от турок, персов, кавказских горцев, чеченцев. Русские сражались, грузины пили кахетинское и очень мирно жили вместе. Примечание. Гумилев. Объединиться, чтобы не исчезнуть. Час пик, 1991 год, номер 3. Конец примечания. В 1992 году я получил письмо из Закавказья. Армянский профессор, мой друг, писал: «У нас холодно, у нас голодно, мы без света. Вот что дала Горбачевская перестройка. Видимо, путь к независимости проходит через ад». Да, в советские годы Армения жила неплохо. Если в начале века там жило 1,5 миллиона армян, то в 1989 году 3 миллиона. Не было никаких так называемых оккупантов. Более того, доля русских с 4% в 1939 году снизилась до 1,6% в 1989. Имперское устройство России СССР позволило армянам сохранить и упрочить свою национальную самобытность. Через 10 лет число армян, покинувших родину, достигло 1 миллиона. Примечание. Санкт-Петербургские ведомости. 9 июля 1998 года. Конец примечания. Л.Н. многократно подчеркивал такую черту русских, как умение понимать и принимать другие народы.
Это подтверждено историей, ведь опорный слой царской России во второй половине XIX века лишь на 45% состоял из православных, так называемые инородцы, и это не было уничижительным словом, подымались на самые высоты иерархической лестницы России, начиная с татарина Симеона Бекбулатовича, которого Грозный, удаляясь в Александровскую слободу, оставил вместо себя на троне, и кончая армянином Лорис Меликовым, по существу правителем России на рубеже XIX-XX веков. Примечание. Казанцев. Русская ойкумена. Наш современник. 1992 год. Номер 12, страница 188. Конец примечания. Что бы ни говорили, хоть Чаадаев, хоть Бердяев, писал Л.Н., наша история не более кровава, не более мрачная, не более катастрофичная, чем история той же Европы, Ближнего и Среднего Востока или Китая, где при этнических потрясениях уничтожалось 2/3, 3/4 и даже, эпизодически, 9/10 населения. Китай, VI век. Примечание. Гумилев. Черная легенда. Москва, 1994 год, страница 270. Конец примечания. Все это абсолютно современно и верно. Все это не какое-то чудачество далекого от жизни ученого и подтверждается позициями и словами очень разных, но авторитетных и абсолютно современных людей. Сергей Кургинян пишет: строго говоря, СССР равно империя минус империализм. Или еще лучше, империя – форма существования цивилизации, строящейся на наднациональном фундаменте. Примечание. Кургинян. Содержание нового интернационализма. Доклад на заседании клуба «Содержательное единство» 23 июня 1994 года, страница 21, конец примечания. Как подчеркивал Юрий Жданов, в отличие от империй, Россия не имеет этнокласса, то есть экономически и политически господствующей нации. Это государство в равной степени русское, татарское, бурятское, башкирское и так далее. Примечание. Жданов. Государство-континент. В сборнике «Стратегия национальной политики Российской Федерации на Северном Кавказе». Ростов-на-Дону, 1995 год, страница 24. Конец примечания. Все это как-то ужасно быстро забылось, когда в эпоху так называемой перестройки начали лихо отрицать дружбу народов, как будто все, что делалось на этот счет, и не существовало. Дней культуры народов СССР в Москве и столицах республик, огромных тиражей классиков национальных культур, да и лучших современных писателей и поэтов. Между тем, одним из самых ностальгических мотивов по Союзу остается у людей возможность сесть в поезд, да и самолет был доступен практически всем, и выйти на дальней, так сказать, станции любой из республик. Выйти и встретить, если не родных, то друзей или коллег, увидеть открытые лица и уж точно не вражду. Недаром именно в эти годы Л.Н. писал: «Вообще дружба народов – лучшее, что придумано в этом вопросе за тысячелетие». За тысячелетие! Примечание. Известие. 23 июня 1989 года. Конец примечания. Так называемая перестройка и так называемые реформы поставили под сомнение, если не перечеркнули, многие, казалось бы, бесспорные положения. Еще бы! Одна чеченская бойня говорила о стремлении центра к типичной имперской политике, к силовым страшным решениям. Действия российских властей
подорвали у многих и веру в евразийство как реальную концепцию международной политики внутри страны. Подорвали даже там, где авторитет ЛН был и остается бесспорным, в частности, в Татарстане. Примечание. В 1997 году президент Шаймиев, впервые посетивший Санкт-Петербург и пробывший там всего один день, нашел время съездить на могилу ЛН. Конец примечания. Видный татарский историк, советник президента Татарстана Рафаэль Хакимов сформулировал это так. Современное евразийство представляет из себя конфликтогенную идеологию, ибо, не выдвигая общих ценностей для различных народов и стран, оно, тем не менее, говорит о восстановлении государства в старых границах. В таком случае, если ей не на что уповать, кроме грубой силы. Примечание. Хакимов. Россия и Татарстан. У исторического перекрестка. Панорама Форум. 1997 год, номер 1, страница 58. Еще резче и, увы, обоснованнее, он же в другой статье. Мы видим реальную национальную политику России в образе Чеченской войны. Панорама Форум, 1997 год, номер 11, страница 36. Конец примечания. Правда, при этом почему-то представителем евразийства у него фигурирует журналист Денис Драгунский, никак не замеченный в так называемом гумилевстве или евразийстве. Вина политиков современной России, грех сказать национальных политиков, абсолютно очевидна. Они не восприняли подлинного духа евразийства, абсолютно не способны выдвинуть общие ценности для различных народов России, не говоря уж о СНГ. Ложь номер 3. Вас здесь не стояло, как шутливо говорила когда-то Анна Ахматова. В серьезном варианте ложь такого рода состояла в исконности тех или иных земель для исконного же народа. Мы единственные и коренные. Все остальные мигранты, покупанты, оккупанты и вообще не граждане, в балтийском варианте геноцида. Ложь эта дошла до того, что чтимая интеллигентами газета всерьез писала, что доля исконно русской земли составляет в Российской Федерации всего несколько процентов. Примечание. Независимая газета. 28 декабря 1993 года. Конец примечания. Элен утверждал, что исконных земель не бывает. Каждый народ-этнос возникает в историческом времени, завоевывает или занимает территорию, меняет на новую, а ему кажется, что он всегда там жил. Элен опровергает это заблуждение. Всегда никто не жил. Примечание. Гумилев. Объединиться, чтобы не исчезнуть. Час пик. 1991 год. Номер 3. Конец примечания. В другом интервью Л.Н. уточнял, навечно закрепленных за каким-то народом земель и территорий не существует. Примечание. Гумилев. В Горбачеве я вижу Августа. Союз. Номер 18, 1991 год. Конец примечания. В 90-х годах лживые мысли и спекуляции на национальных мотивах были не у народов, а у так называемых этнополитических элит, а еще проще и грубее, у корыстного сословия современных князьков и баев, по Гумилеву, у серо-безграмотной, так называемой новой образованщины России, по Солженицыну. Желательно, писал Л.Н., чтобы политики знали историю, пусть в небольшом, но достаточном объеме. Примечание. Гумилев. И тогда мне поставили 5. Час пик, 1993 год, 16 июня. Конец примечания. За доказательствами правильности подобного требования далеко ходить не надо.
Высшее лицо страны искренне считало, что граница Чечни с Дагестаном – это не одна, а почему-то две границы. А один из экс-премьеров заявлял, что Россия занимает основную часть Европы. Примечание. Комсомольская правда. 25 июля 1997 года. Конец примечания. Солженицын сказал про таких: «Они мнятся себе на исторических государственных высотах, на коих не состоят». Примечание. Солженицын. Лицемерие на исходе XX века. Санкт-Петербургские ведомости, 27 сентября 1997 года. Конец примечания. По национальному вопросу он высказался вполне по-гумилевски. Страна многонациональная, в трудные моменты своей истории должна иметь опору в поддержке и одушевлении всех своих граждан. Каждая нация должна иметь убежденность, что единая защита общих интересов государства жизненно нужна также и ей. Примечание. Новая газета, 1998 год, номер 21. Конец примечания. Ложь номер 4. Распад СССР был неизбежен, а произошел вследствие экономического краха социализма в холодной войне с США. Колбасное объяснение, сколько сортов у них, а сколько у нас, не удовлетворяло ученого, и он отмечал, что те, кто ненавидели друг друга, ненавидели и раньше, когда в магазинах всего было достаточно. Примечание. Гумилев. Мы живем в большой коммунальной квартире. Неделя, 1991 год, номер 16. Конец примечания. Ложь номер 5. Так называемая «империя зла» не имела идей, кроме как ложных. Строительство коммунизма, интернационализм. «Нет, имела», — возражал Л.Н. Однажды, в пору всеобщего охаивания марксизма, он даже спросил воображаемого оппонента: «Не понимаю, зачем вам оспаривать теорию исторического материализма?» Примечание. Гумилев. Апокрифический диалог. Нева. 1988 год, номер 3, страница 202. Конец примечания. Необходимо заметить, что сказано это было в период охаивания марксизма. Но вместе с тем Л.Н. жестко критиковал то в советской политике, что понимал куда лучше власть придержащих, этническую политику. Говоря его словами: «Все, что делал Сталин, было упрощением этнической системы, а мы сейчас расхлебываем». Примечание. Гумилев. Черная легенда. Москва. Экопрос. 1994 год. Страница 257. Конец примечания. Истинные корни межнациональных конфликтов заключались в шаблонизации решений. Совершенно бессмысленно переносить прибалтийские особенности на Чукотку или Памир. Право выбора пути, многократно повторял Л.Н., всегда принадлежит этносу. Примечание. Гумилев. Черная легенда. Москва. Экопрос. 1994 год. Страница 289. Конец примечания. Очаги национальных конфликтов вспыхивали в конце 80-х, начале 90-х годов по всей периферии России. Карабах, трагедия Приднестровья, стычки осетин с ингушами. И они не только не гасились Москвой, она как будто подбрасывала горючего туда, где тлела вражда. Апофеозом стала война в Чечне, 1994-1996 годы. Начиналось иногда с малого, начиналось еще в так называемую Горбачевскую эпоху. Атака сначала пошла на русский язык. Депутатша союзного парламента, еще был СССР,
а позже министр по делам национальностей Эстонии, заклинала тогда: «Двуязычие – это проклятие». Тихий национализм был немногим легче агрессивного. В освободившейся, так сказать, Балтии унижали и преследовали не граждан, да и казахизация Казахстана, где 1/3 населения не владеет государственным языком, тоже начиналась с этого. Все это выбрасывало метастазы и внутрь России. Если где-то в субъекте Российской Федерации имеется 10-15% иного народа, а остальные русские, то эта область уже называется не по-русски, например, Хакасия, где 11% хакасов и так далее. Я не мог рассказать Льву Николаевичу о том, что видел своими глазами в Латвии еще до развала Союза. Не мог, так как был там в 1990-м, когда он сильно болел. А рассказать было что. Одно дело воспринимать что-то по газетам, и совсем другое видеть своими глазами. Я ездил туда не отдохнуть на Рижском взморье, оно было уже страшно пустынным, каким-то брошенным и предгрозовым. Мы летели в Ригу группой народных депутатов СССР по жалобам русских военных на их унижение уже в то время, еще не самостийное. Им издалека верилось, что Москва еще может стать действенной защитой. Но, увы, везде царило запустение. Лишь Рига была как-то лихорадочно оживлена. Самым страшным было ожесточение людей, зоологический национализм, прямо по Широкогорову, и ответная злоба русскоязычных. Вот два характерных примера. Мы проехали от Риги в Западную Латвию, чтобы попасть в Талсу, маленький, ничем не примечательный городок, откуда шли жалобы в ВС СССР. Недалеко был другой провинциальный городок Скрунде. Он позже стал печально знаменит Геростратовой акцией властей, подорвавших там радиолокационную станцию слежения, предназначенную для предупреждения северо-запада СССР от воздушных или ракетных ударов. В Талсе стоял небольшой гарнизон. Его офицеры показали нам фотографии, сделанные 1 сентября на входе в местную школу. Взрослые дяди из местных с плакатами пикетировали школу, чтобы туда, не дай бог, не проникли русскоязычные малыши. Можно ли было поверить в такое злодейство? Но дети действительно не прошли. И каждый день автобус из гарнизона вез ребятишек за 80 километров в ту школу, где директор латыш не поддался уговорам не пущать. Поздно вечером в клубе проходила встреча с гарнизоном. Не с начальством, а со всеми. Их было не так уж много здесь, в Талсе. До сих пор я помню свой стыд и бессилие, когда нечем было ответить на вопрос молоденького лейтенанта: «А что мне делать, если однажды вечером дочь не вернется на автобусе?» Мы рассказали обо всем этом в Москве. Отдали даже ту страшную фотографию пикетчиков у школы. Был поставлен в известность Горбачев. Но в ту пору главного перестройщика невозможно было уговорить даже снять телефонную трубку и наорать на кого-либо из локальных шефов. Он уже был в трансе, а страна в агонии. Второй эпизод, убедивший меня в абсолютно разном, контрастном менталитете нас, православных, и их, католиков и протестантов, произошел в последний вечер в Риге. Происходила встреча в доме офицеров. Встреча резкая, бурная. Весь их законный гнев на Москву обрушился на нас. Капитан, который должен был проводить нас до гостиницы, пришел раньше, минут за 20-30 до конца встречи, и ждал нас на улице, курил. За это время его больше 20 раз обозвали фашистом. Еще страшнее то, что в конце 80-х, начале 90-х годов сделали все для фальсификации, примитивизации и очернения отечественной истории.
Именно в эти годы пошел какой-то вал учебников, и прежде всего по истории, больше всего по истории, хуже и чаще всего по истории. Так в учебнике Кредера «Новейшая история, 20 век» нет ни параграфа, ни абзаца, ни фразы об Октябрьской революции, но в нем говорится, что СССР стал соучастником развязывания Второй мировой войны. Примечание. Советская Россия. 13 сентября 1997 года. Конец примечания. Нравится им, так называемым новым авторам, 20 век. В учебнике Долуцкого написано, что угнетаемыми национальными меньшинствами было 57% населения Российской империи, все, от белорусов до киргизов. Примечание. Санкт-Петербургские ведомости, 26 июля 1997 года. Конец примечания. Число таких примеров можно увеличить до бесконечности. Школьная история стала полем для серых и злобствующих дилетантов, возможностью неплохо подзаработать. Случайно ли? Думается, что была и некая направляющая рука. Во-первых, это так называемый накат с Запада, стремление евроинстанций стандартизировать школьное преподавание истории в духе общечеловеческих ценностей и общеевропейского дома. Ведь в Литве уже учатся по учебникам, написанным в Норвегии и Швейцарии, а на Украине по французским. Примечание. Известие. 2 июля 1997 года. Конец примечания. Во-вторых, и это еще страшнее, европейскому накату еще можно как-то противостоять. В России достаточно влиятельны силы, заинтересованные в примитивизации и политизации, в нужном духе преподавания истории, лишения народа исторической памяти. Известный русский писатель Михаил Алексеев, возглавлявший журнал «Москва», вспоминает, как пришлось бороться за Николая Михайловича Карамзина, против которого встал Александр Николаевич Яковлев. К тому времени Горбачев сделал его главным идеологом. Именно из комитета Яковлева на Старой площади началась атака, когда там узнали о решении полностью опубликовать великий труд Николая Михайловича Карамзина «История государства российского». Как рассказывает Алексеев, при очередном звонке из ЦК он спросил сотрудника идеологического отдела Козловского, которому два давних друга Яковлев и Медведев поручили истязать журнал грозными звонками. Алексей Алексеевич, скажите, пожалуйста, почему сотни тысяч наших с вами соотечественников радуются Карамзину, а ваше начальство так испугалось? Сперва он услышал в трубке только частое прерывистое дыхание, но, наконец, Козловский проговорился. «Мало разве у нас шовинистов? Теперь вы своим изданием умножите их число». Примечание. Карамзин. История государства российского. Том 1. Москва, 1993 год. Страница 7. Конец примечания. Итак, Карамзина наверху решили не пущать, поскольку не нравится он демократам. Причины этого понятны, если сравнить некоторые высказывания великого русского историка с планами прорабов перестройки. Карамзин в предисловии к истории государства российского писал: «Не надобно быть русским, надобно только мыслить, чтобы с любопытством читать предания народа, который смелостью и мужеством снискал господство над 9 частью мира, открыл страны дотоле никому неизвестные, внеся их в общую систему географии и истории, и просветил божественною верою без насилия, без злодейств, употребленных другими ревнителями христианства в Европе и Америке, но единственно примером лучшего». Примечание. Карамзин. История государства российского. Том 1. Москва, 1993 год. Страница 8. Конец примечания.
Николай Михайлович говорил о Петре I, что тот сделал нас подобным европейцам, и после этого историческая связь прервалась. Нужен ли такой Карамзин перестройщикам, рвавшим связь со всей историей России? Вопрос, видимо, риторический. Не нужен был им и Лев Гумилев, всегда выступавший против бездумной и бездуховной вестернизации. В этих условиях распада была позитивная задача, может быть, главная, пробудить историческую память России, говоря словами одного из теоретиков евразийства Сувчинского. Примечание. Сувчинский к преодолению революции. Евразийский альманах. 1993 год. Наука. Страница 58. Конец примечания. Именно поэтому огромное значение имеет прорыв ЛН после его смерти в систему образования, благодаря выходу в 1996 году его книги «От Руси до России» в качестве учебника истории для 8-11 классов. Пусть это первая ласточка, пусть всего 25-тысячный тираж, но это прорыв ученого в ту сферу, которую, казалось, захватили дилетанты и хулители русской истории. Это важный урок Льва Николаевича, урок на страну. Еще раньше, ту же книгу, вышедшую еще не в качестве учебника, параллельно в Москве и Санкт-Петербурге, читали в вагонах метро, искали в книжных магазинах и на развалах, о ней спорили студенты, на нее опирались школьники, готовясь к вступительным экзаменам. Примечание. Гадло. Этническая история русского народа как проблема отечественной историографии второй половины XX века. Вестник Санкт-Петербургского университета. 1995 год. Номер 2, страница 3. Конец примечания. Я сознательно цитирую этот, вроде бы ничем не примечательный текст, но для меня он весьма важен уже тем, что принадлежит заведующему кафедрой этнологии СПбГУ, той самой кафедры, которая при жизни ЛН не очень-то его признавала. Еще раньше, до учебнического рождения книги, меня спрашивали школьные учителя, почему они вынуждены преподавать историю по посредственным учебникам, а не по Гумилеву? Ответить было нечего. Сейчас специалисты-этнологи с удовлетворением отмечают, что главная причина широкой популярности книги «От Руси до России» в том, что автор прямо поставил в ней задачу рассказать русскому человеку о нем самом, показать, как формировался современный русский этнос. Примечание. Гадло. Этническая история русского народа как проблема отечественной историографии второй половины XX века. Вестник СПбГУ, 1995 год, номер 2, страница 3. Конец примечания. Парадокс, но это было сделано впервые. Дело не только в русском этносе. Задачи просвещения, в высоком смысле этого слова, смыкаются здесь с подлинной национальной политикой. Давний знакомый и почитатель Гумилева Лев Анненский абсолютно верно отмечал, что если для русских начало истории приход славян на Днепр, Ильмень и Волгу, призвание варягов, Русь Новгородская, Русь Киевская, Русь Владимирская, но тогда татары резонно спрашивают, вы историю чего пишете? Историю племени, пришедшего в степи из Карпат, потом переселившегося из степи в лес и влившегося в племена, давно тут живущие? Но почему именно этого племени? Примечание. Анненской. Меж немцами и татарами. Родина, 1998 год. Номер 4, страница 16. Конец примечания. Правильный вопрос. И, на мой взгляд, в книге Гумилева дан на него правильный ответ. История Золотой Орды
была в тот момент частью мировой истории, а история раздробленных и грызущихся между собой русских княжеств была частью истории татарской. Примечание. По подсчетам Рыбакова, таких княжеств в XII веке было 15, а в XIV – 250. Родина, 1998 год, номер 4. Конец примечания. Русские, благодаря Золотой Орде, оказались вовлеченными в мировые процессы. Они сумели стать наследниками Золотой Орды. В том же, как теперь говорят, вмещающем ландшафте, они создали великое государство. Примечание. Аннинский. Между немцами и татарами. Родина, 1998 год, номер 4, страница 17. Конец примечания. Еще резче эту мысль сформулировал татарский историк Рафаэль Хакимов. В России живут не только русские, но и десятки других народов, имеющих зачастую более древнюю историю, чем русские. Примечание. Панорама Форум, 1997 год, номер 1, страница 37. Конец примечания. Если бы русские, да и татары в 80-х годах учились по книге «От Руси до России», подобных вопросов могло бы не быть. Задача просвещения россиянина, увы, пока не под силу тем, кто владеет истиной, но не владеет голубым экраном. Яд русофобии действует, хотя он и не овладел еще другими народами. Может показаться, что это самоутешение, миф, ведь не помешала же Гумилевская правда ни погромам русских в Туве, ни отстрелу наших военных в Таджикистане, ни тихому, что называется, выдавливанию русских из Казахстана. Русский народ растерялся. Он какой-то сверхтерпеливый, опущенный, зараженный синдромом жертвы. Страшные итоги дал недавний социологический опрос в Санкт-Петербурге. Причем это был частный опрос, не из тех, что охотно рекламируются СМИ. 70% опрошенных ответили, что чувствуют себя жертвами реформ. Особенно страшны эти итоги потому, что проводился опрос среди митингующих, то есть, казалось бы, самой активной части россиян, народа, все более становящегося просто населением. Значит, 70% у нас субпассионарии. Значит, все мы в стадии обскурации. Формулы эти рассчитаны Львом Гумилевым и хотя бы позволяют установить диагноз. Грустный, но верный. Оптимисты, правда, считают, что у русских тяжелая фаза надлома. Примечание. Бюллетень номер 2 совместного заседания Совета Союза и Совета национальностей 26 августа 1991 года, страница 6. Махнач. Империя в мировой истории. В книге «Неизбежность империи». Москва. Интеллект. 1996 год, страницы 51-52. Конец примечания. Согласно Л.Н., в России надлом начался в XIX веке. Проявлением его стали кровавые катаклизмы начала XX века, особенно гражданская война. Вообще же надлом, характерный этап в любом этногенезе, наступает примерно через 600 лет после его начала. У нас не снижение пассионарного напряжения, какое уж там снижение, если нет реакции ни на что, а фаза обскурации. Понятно, что не хочется быть в обскурации, ведь потом легко стать и реликтом. Тем не менее, многие симптомы обскурации, как мне кажется, у нас налицо. Л.Н. писал об упадке Римской империи, об уйгурах, в ареале остывающей пассионарности. Примечание. Гумилев. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку. 1991 год. Страница 170 и далее. Конец примечания.
Там много колоритного и специфического. Если же выделить так называемый сухой остаток из гумилевского описания фазы обскурации, то получим пугающую знакомую картину. Мало становится жертвенных людей. Идет быстрая утрата пассионарности этнической системы. Растет доля субпассионариев. Система превращается в так называемое царство субпассионарных теней. Наступают сумерки цивилизации. Все становится продажным, а грабеж – повседневным явлением. Дисциплина в армии стала мечтой. Расцветают гадания, а религия уже обременительна. Культ влияния соседей растет, и честолюбивые претенденты на власть все чаще привлекают иностранцев. Они не могут создать оригинальное мировоззрение, близкое и понятное народу, ибо для этого нужен высокий уровень пассионарности. Всем становится все равно. Так и хочется подставить российские ответы-аналоги в этот римско-уйгурский перечень. Пассивность народа, кредиты МВФ, внешний вид столиц, Невского, Тверской, лихорадочный поиск национальной идеи, засилье рекламы на телевидении и так далее. Жизнелюбы субпассионарии как будто твердят россиянину: «Будь таким, как мы», или «День, домой». Прекрасный ответ дал на это Лев Гумилев. Жить становится в чем-то легче, но противнее. Больше 6 лет его нет на земле, а формулы и слова его работают, книги живут. Ежегодно проходят гумилевские чтения в Санкт-Петербурге. Открываются они в день рождения Л.Н., 1 октября в Петровском зале университета, там, где Л.Н. проработал 30 лет своей жизни. В 1998 году москвичи провели вторые гумилевские чтения, собравшие небывало представительный состав. 3 дня до вечера слушались доклады. Наряду с заслуженными львоведами выступило и много новых гумилевцев, особенно естественников. То, что раньше многократно подвергалось легковесной критике непрофессионалов, сегодня зачастую воспринималось как само собой разумеющееся. Увы, там же было констатировано, что в сегодняшней России все формальные гумилевские признаки антисистемы налицо. Примечание. Учение Льва Николаевича Гумилева «Опыт осмысления», материалы научных чтений, Москва, 1998 год, страница 96. Конец примечания. Значит, при всех наших бедах, при всей мнимой недейственности уроков Гумилева, можно вспомнить слова его знаменитой матушки, сказанные, правда, совсем по другому поводу. «Лева живет теперь на необъятных просторах нашей Родины». Ныне эта, случайно брошенная фраза, обрела другой, куда более значительный смысл.